Вода – источник жизни. Мы открываем кран, и она всегда там, чистая и безопасная. Однако на сегодняшний день значительно сокращается количество чистых источников. Во всем мире каждый третий человек не имеет доступа к безопасной питьевой воде. 2 из 5 человек не располагают базовыми приспособлениями для мытья рук с мылом и водой. В странах, испытывающих дефицит водных ресурсов, сегодня проживает более 2 миллиардов человек. Свыше 3,5 миллионов человек умирает каждый год из-за болезней, вызванных потреблением грязной и нефильтрованной воды. На фоне этой проблемы у большинства возникает вполне логичный вопрос. Почему же люди страдают от недостатка воды, если наша планета сама по себе состоит на 2/3 из воды? Общий запас воды на планете сегодня составляет около 1,5 миллиарда кубических метров. Однако нужно учесть тот факт, что 96,5% запасов – это соленые воды Мирового океана, которые непригодны для употребления. А еще 1% – это подземные воды. Таким образом, запасы пресной воды – это всего лишь 2,5% от общего количества воды на Земле. К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что те самые немногочисленные чистые источники воды начали активно загрязняться, и теперь они становятся непригодными для питья. Те самые загрязнители в водную среду попадают из естественных, а также антропогенных источников. Естественные источники загрязнения воды – это разрушение горных пород, вулканическая активность, выделение продуктов жизнедеятельности различных организмов, которые живут в водоемах. Человек также вносит свой вклад в загрязнение воды в результате хозяйственной деятельности. Интенсивное развитие сельскохозяйственных и промышленных производств и рост населения относятся к антропогенным источникам загрязнения. Если ничего не будет предпринято, то к 2030 году почти 5 миллиардов человек, а это 67% человечества, не будут обеспечены чистой питьевой водой. И чтобы предотвратить эту катастрофу глобального масштаба, к 2030 году обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех, обеспечить всеобщий и равноправный доступ к надлежащим санитарно-гигиеническим средствам и повысить качество воды. Казахстан провел широкомасштабные проекты, такие как питьевая вода, Ахбулак и программа развития региона до 2020 года. А также одним из амбициозных программ является переход Казахстана к зеленой экономике. В 2017 году Казахстан впервые провел глобальную инновационную выставку Экспо-2017. К 2050 году в Казахстане уровень дефицита питьевой воды может вырасти в 3 раза, если не принять соответствующих мер. Как самый большой вуз Казахстана, казну имени Аль-Фараби, вносит свой вклад в решение этой проблемы. Что может сделать каждый из нас для предотвращения данной катастрофы? Мы предлагаем вам начать экономить природный ресурс уже с сегодняшнего дня. Первое. Узнайте больше о ценности чистой воды. Второе. Не загрязняйте ее мусором и токсичными химикатами. Третье. Берегите воду во время чистки зубов, мытья и уборки. Четвертое. Следить за счетами за воду и за показаниями водомера, потому что они первыми указывают на возросшее потребление. Защищайте права на людей на чистую воду и туалет. Рассказывайте другим о наличии проблемы чистой воды и санитарии. Вам может показаться, что это незначительные действия, однако, сократив мытье под душем лишь на 1-2 минуты, вы можете сэкономить до 12 литров воды в день. А это 4320 литров воды в год. А также, просто закрыв кран, когда чистите зубы, моете голову, бреетесь или намыливаете руки, вы можете сэкономить около 14 400 литров воды в год. Только мы сами ответственны за наше будущее. Все только в наших руках.